Но после того, как был вынужден выехать в феврале 22 года, до сих пор не был. Ну и пока неизвестно, когда выдастся удача попасть в Крым снова. In meiner Kindheit musste ich mit meinen Eltern aus meiner Heimat Ostdeutschland vor der Unterdrückung durch russische Besatzer fliehen. Erst 40 Jahre später konnte ich in meine Heimat zurückkehren. Daher weiß ich genau, was es für die Krimtataren bedeutet, aus ihrer Heimat vertrieben zu werden. Ich glaube, dass sie eine starke Stimme brauchen, obwohl sie selber stark sind. Aber wir sind wie ein Lautverstärker, wie ein Megafon für ihre Anliegen. Крим – це просто моя батьківщина, це частинка мене, частинка моєї постаті. Я не можу від неї відірватися. На жаль, зараз я відірвана, тому зберігаю в собі це хоча б на культурному фоні. Але зовсім без Крима я буду не я. Ich heiße Sarah Reinke. Ich arbeite für die Gesellschaft für bedrohte Völker. Wir sind eine Menschenrechtsorganisation, eine internationale Menschenrechtsorganisation, die sich weltweit für verfolgte und bedrohte Minderheiten und für indigene Völker einsetzt. Я родился в Крыму. Наверное, с материнской утробы я активно посещал все демонстрации, акции протестов, связанные с нашим народом. Наверное, и это и оказало какое-то влияние на то, что я продолжаю этим заниматься сегодня. Ich heiße Norman Heidenreich und bin in Leipzig geboren, aber meine Familie stammt aus Weimar. Мене звати Майрія Пашаєва, я з Криму, з Акмінчіту. Я навчаюсь зараз у Ваймарі, Німеччина, в Hochschule für Musik. Це місцева консерваторія. Все свое детство, наверное, я находился в русской или украинской среде, и Крым я чувствовал, наверное, только дома. Город Карлсруэ часто называют резиденцией права. Здесь заседает Конституционный суд, Верховный суд Германии, прокуратура. Сейчас мы находимся на площади Основного права. И здесь собраны цитаты судей, юристов, журналистов, писателей, общественных деятелей о том, что такое право и что оно значит для демократии. Очень символично то, что о правах коренного народа Крыма, крымцев, крымских татарах мы будем говорить именно в этом городе. Тут музей, а тут корпус Hochschule für Musik, музична школа, корпус. Я не пам'ятаю, тут, здається, також музиканти займаються, але я не пам'ятаю, хто саме. Тут вокалісти в іншому, і в другому, в іншому музична школа, в меншому акордеоністи. І тут, можливо, також музична школа, бо я постійно бачу тут музикантів, але не впевнена, хто саме там займається. А в самому замку зараз музей. В нашій сім'ї, в моєму дитинстві було мало музики. І мало була ознайомлена з народними піснями. Все, що я чула, це те, що я вивчала в музичній школі фактично. А, звичайно, що нічого кримського там не було навіть близько. І далі вже
почалось моє знайомство з народною музикою в більшості в музичному училищі. Коли я почала знайомитись з іншими музикантами, з іншими людьми, і було у нас дуже багато талановитих музикантів, котрі грали, співали народну музику, народні пісні. І з часом лише я сама почала любити цю музику. Ben bu yerde yaşamadım, yaşlığına doyalmadım ve tanıma hasret oldum ey güzel kırım. Also vielleicht interessant in dem Zusammenhang ist, dass ich in den 1980er Jahren aufgewachsen bin. Und zum Beispiel meine Eltern waren in der sogenannten Friedensbewegung aktiv. Und das hat auch meine Kindheit sehr geprägt. Und ich selber habe osteuropäische Geschichte studiert und Slawistik und Amerikanistik. Also ich habe so ein Herz für die Länder in Osteuropa. Und habe aber leider nur Russisch gelernt. Und das ist irgendwie schade. Das zeigt aber auch ein bisschen so diesen deutschen Blick. Man denkt eben, ja, man hatte so im Ohr, dass Russland der Nachfolgestaat der Sowjetunion ist. Und man hatte nicht so stark die anderen Staaten im Blick, wie die Ukraine zum Beispiel. Формированием и укреплением нашего национального самосознания, наверное, в большей степени занималась агрессивная русская среда в Крыму, которая постоянно напоминала тебе о том, что ты не такой, как все, которая местами заставляла тебя стыдиться своим происхождением, своим языком, своей культурой. С детства вдохновляла нас на эту борьбу за свои права. Ich habe im Jahr 2000 angefangen, bei der Gesellschaft für bedrohte Völker zu arbeiten. Und eigentlich erst, muss ich sagen, ungefähr 2013, 2014 intensiv zu den Krim-Tataren gearbeitet. Weil wir wussten, dass die Krim-Tataren eigentlich in einer sehr schlechten Situation waren auf der Krim nach der Rückkehr. Sie hatten große Probleme mit Land oder auch mit den Urkunden für ihre Häuser. Und wir haben immer wieder auch an die ukrainische Regierung geschrieben, dass, dass das geregelt werden müsse. Там налаштовують інструмент. Коротше, ми завжди тут лише навчаються вокалісти. Ми приходимо, заходимо по тості. І будь-яку аудиторію ми можемо брати і займатися, котра вільна. І це взагалі просто супер, тому що де б я не навчалася до того, з аудиторіями завжди був якийсь треш, їх треба було годинами чекати, завчасно бронювати, і не факт, що взагалі вийде і знайти щось. А тут завжди можна позайматися, розпіватися, і хоч весь день провести тут. І вистачає завжди місця всім. Тут в Німеччині мені дуже бракує якоїсь прив'язки до свого коріння. Тому я почала співати народні пісні хоча б трошки, щоб підтримувати в собі це народне начало. Ja, ich glaube, das ist die richtige Musik für unseren nächsten krimtatarischen Kulturabend. Und das ist wichtig, dass wir die Originalmusik auch haben und nicht nur so nachgesungenes. Und das ist schwierig zu finden, ja, weil man da sich gar nicht richtig orientieren kann. Aber das hat mir sehr gut gefallen. Ja, das habe ich aus der Ukraine bekommen. Ich weiß nicht, wie man das nennen kann. Das war ein Award sozusagen. Hat zwei Seiten, hier das krim-tatarische Symbol und hier das ukrainische. Und das war von einer Gebietskörperschaft aus der Ukraine, als sie gemerkt haben, dass wir so viele
Kundgebungen Frieden und Solidarität mit der Ukraine durchgeführt haben. Das fand ich eine sehr schöne Geste. Ja, und das krimtatarische Symbol können wir sehr gut einsetzen für unsere Kulturveranstaltungen. Und das steht auf dem Klavier. Ich muss sagen, dass ich bis im letzten Jahr gar nichts über die Krimtataren wusste oder fast nichts. Wie übrigens auch über die Ukraine. Und ich habe eigentlich zum ersten Mal die Krimtataren kennengelernt durch die Lieder und auch die Reden, die eine Krimtatarin hier in Weimar gehalten hat auf unserer Kundgebung. Die hier studiert in Weimar, Musik studiert. Und sie hat von ihrem Volk berichtet, von der Geschichte und hat auch die Lieder gesungen. Und da wurde ich erstmals darauf aufmerksam, über das Schicksal der Krimtataren. Und seitdem habe ich sehr viel gelesen, mit vielen Menschen gesprochen. Мене дуже вражає в Німеччині, по-перше, це великий відсоток небайдужого свідомого суспільства. І насправді те, що люди розуміють, що вони можуть щось завжди зробити і завжди можуть чимось допомогти, те, що великий відсоток людей це розуміє, це мене дуже вражає. Я дуже хочу, щоб у нас в Криму також суспільство завжди притримувалось таких принципів. Всім нам треба більше дивитися, аналізувати і вчитися. Треба обов'язково чомусь новому вчитися, переймати і потім втілювати все добре, що ми тут можемо навчитися, втілювати це у нас на батьківщині. Сегодняшнюю выставку мы проводим в здании старой скотобойни. Что интересно, в Германии любая площадь, любое старое здание очень красиво используется в качестве творческого пространства. После начала полномасштабного вторжения я был вынужден покинуть Крым, приехал в Турцию. В Турции я понял, что нет, в принципе, никаких перспектив, и после этого я начал рассматривать европейские страны, и спустя 2 недели пребывания в Турции я переехал в Германию. Здесь человек имеет больше возможностей для самореализации, больше возможностей решать какие-то проблемы и решать проблемы народа также. На данный момент я занимаюсь изучением немецкого языка, также периодически прохожу стажировку в психиатрической лечебнице, часто консультирую беженцев, ну и занимаюсь активно общественной деятельностью. Наверное, это является для меня некой психотерапией, поскольку если бы я не занимался общественной деятельностью, то очень сильно бы приуныл. Ich denke, wie toll es ist, dass es in diesen Völkern, in diesen Gruppen immer Menschen gibt, die sich verantwortlich fühlen für die Repräsentation nach außen und dafür, dass kommuniziert wird, dass vermittelt wird über dieses Volk oder diese Gruppe. Співаємо кримські пісні, звичайно, що. Але в основному це відбувається не в рамках проєктів консерваторії, а в рамках проєктів, наприклад, Нормана Хайденрайха, котрого ви вже знаєте. Вони організовують з дружиною салони з Корнелією Хоуп в себе на віллі. І на цих салонах часто я співаю. Там можна почути німецькі пісні, українські вечори бувають, а також були у нас кримсько-татарські вечори з кримськими народними піснями. В нас насправді є дуже багато діячів, котрі в кримських умовах багато що роблять для народу, дуже багато. Опираючись якось на них, ми тут за кордоном також можемо розвивати нашу культуру. Ми можемо тут знайомити світ з нашою культурою. Це є дуже важливим. Ми не лише допомагаємо нам самим, ми ще й самі заряджаємося якимось позитивом, тому що ми бачимо, що зацікавленість і підтримка, вони є.
Wir wissen hier in Deutschland sehr wenig über die ukrainische und auch über die krimtatarische Kultur. Und deshalb habe ich mich bemüht, Literatur zu finden, übersetzte Literatur, zum Beispiel Gedichte aus der Ukraine und von der Krim. Und es gibt von ukrainischer Literatur jetzt Übersetzungen, zum Beispiel von Taras Shevchenko, Gedichte auf Ukrainisch und Deutsch. Aber es gibt kein übersetztes Buch, keine krimtatarische Literatur, die ich gefunden habe. Und deshalb sollte man das in Angriff nehmen. Und solange das nicht der Fall ist, ja, ist die Perspektive eben, glaube ich, in den Ländern, wo die Krimtataren heute aufgenommen sind, auch in Deutschland, möglichst viel von dem, was krimtatarische Sprache und Kultur ist, ja, einfach zu pflegen, weiterzuentwickeln, auszutauschen, lebendig zu halten. Und da eine Chance ist ja auch, dass es hier viele Ressourcen gibt, in Deutschland, der Europäischen Union, die sich für so etwas einsetzen. Es gibt diese Vereine, es gibt... Эта организация как раз занимается помощью народам, которые находятся под угрозой исчезновения, либо под репрессиями. Здесь можно найти информационные буклеты также и о нашем народе, о курдах, езидах, армянах, ну и прочих других. На сегодняшний день мы провели День национального флага, Хыдырлес, большую программу концертную в Ваймаре, также вечера крымской музыки Ахшам регулярно проводим. Это вызывает огромный интерес у немецкой публики, поскольку многие из них никогда не слышали о нашем народе, не слышали о нашей культуре. И после каждого мероприятия мы получаем множество вопросов и просьб дать какие-то источники, где они могут узнать больше о нашем народе. Ну, у нас традиционная обычно программа. Это начинаем с гимна на открытии, потом Уралдағы, Гузель Харам, Порт-Артур. Если есть инструмент, аккомпанирую, если нет, то поет либо под минусы, но гимн мы обычно поем без... Так. Без... Гимн обычно исполняется акапельно. На протяжении последних 6 месяцев мы проводим выставку «Возвращение». Фотографии Рифхата Якупова, посвященных возвращению нашего народа на историческую родину после преступной депортации 1944 года. Каждое наше мероприятие собирает немало интересных гостей. Это историки, журналисты, публицисты, общественные деятели, которые очень интересуются историей нашего народа. На удивление, многие немцы и правозащитники знают о героическом периоде возвращения нашего народа на родину. Они рассматривают этот феномен как путь ненасильственной борьбы и борьбы за восстановление своих прав. Eigentlich sozusagen diese erzwungene Rückkehr auf die Krim, aber diese Geschichte des Widerstands, ich glaube, das ist was die Krimtataren auch der Welt zu sagen haben. Ja, wie leistet man in einem solchen Regime Widerstand? Wie hat man Erfolg und wie hält man zusammen? Aber dass eigentlich in der Geschichte des Widerstands der Krimtataren da auch ein großer Schatz liegt, wo man viel, wo man hinschauen kann und überlegen kann. Also ich kann nur ein Beispiel erzählen. 2014 haben wir zum Beispiel eine Veranstaltung gemacht zur Ukraine. Da kam eine Frau auf mich zu und hat gesagt, aber wieso denn die Ukraine? Wir haben doch hier die russische Botschaft. Wir brauchen doch keine Ukraine. Die Ukraine ist doch Teil von Russland. Also da sehen Sie, wie viel Bedarf es gibt für Informationen in Deutschland, weil die russische Propaganda ganz stark gewirkt hat. Und wir wirklich eine große Aufgabe in Deutschland haben, aufzuklären, die Leute zu sensibilisieren und auch Solidarität mit den Menschen, zum Beispiel in der Ukraine, auf der Krim,
herzustellen. Das ist ganz wichtig, diese Aufklärungsarbeit. Und am besten funktioniert das nicht, wenn ich was sage, sondern wenn eben die Krimtataren, die Krimtatarinnen selber etwas sagen. Also zum Beispiel haben wir mit den Krimtataren schon in den 2000er Jahren waren wir in Brüssel und die Krimtataren haben selber gesagt, wir haben Angst vor dass Russland kommt und die Krim besetzt. Anfang der 2000er Jahre. Keiner hat damit gerechnet, niemand hat das geglaubt und niemand wollte das hören, weil wir ja alle so froh waren um das billige russische Erdöl und Erdgas. Das heißt, die Minderheiten, die kleinen Völker, die indigenen Völker sind tatsächlich wie ein Seismograph für auch politische Entwicklungen. Und außerdem natürlich, wie soll ich sagen, stehen sie für die Vielfalt auf der Welt und häufig haben sie keinen Staat und sie brauchen Fürsprecher. Поскольку сегодня многие наши соотечественники вынуждены находиться за пределами Крыма, перед нами стоит задача рассказать о чудовищном акте геноцида 1944 года и добиться от мировой общественности признания этого акта геноцидом. Для чего это нужно? Вследствие депортации 1944 года наш народ лишился своей государственности, лишился имущества. И правопреемники преступного режима не понесли за это никакой ответственности. И я считаю, перед нами стоит задача добиться торжества справедливости. Ich glaube, zunächst das Wichtige ist, dass die Krimtataren, die jetzt verstreut sind, also einmal über die ganze Welt, aber auch natürlich über Europa. Und vielleicht auch das, und das wäre die große Chance, dass dadurch für andere Teile Europas, die die Krimtataren bisher gar nicht auf dem Schirm hatten, dass da diese Kultur, die Geschichte, die Bedeutung, um das Volk zu erhalten, aber auch um die politische Unterstützung zu gewinnen, die für die Rückkehr ja Voraussetzung ist. Тема возвращения становится снова актуальной для нашего народа. Нам важно напоминать самим себе и своим соотечественникам то, какой ценой наши отцы и деды добились для нас права жить на своей родной земле. Наверное, пришло время перенимать их опыт, создавать инициативные группы там, где проживают наши соотечественники, и возрождать национальное движение за восстановление национальной государственности. Свою национальную государственность мы видим в национальной автономии в составе Украины. Украинцы и крымцы, крымские татары – это два разных народа, две разные нации. Это исторический факт. Но нас объединяет общее видение будущего. И я уверен, что в будущем мы можем достичь больших успехов и жить в свободном, zivilisованном мире. Also es hängt natürlich sehr stark davon ab, ob es gelingt, ob es der Ukraine gelingt, mit den westlichen Partnern, also Russland, die russische Föderation, muss man sagen, aus der Krim zu vertreiben. Как добиться того, чтобы наш национальный проект был привлекательным для подрастающего поколения? Для этого нам важно ответить на такие вопросы. Что является нашими национальными ценностями? Кто мы? За что мы? Против чего мы? В чем наша уникальность для нас и для окружающих? И какая наша национальная мечта? Национальные ценности, они универсальны для любой нации. Это территория, государственность и суверенитет.
Это то, что объединяет всех вне зависимости от религиозных, политических, философских взглядов. Это то, что объединяет крымцев и крымских татар, атеистов и верующих мусульман, коммунистов и демократов. Это то, что делает нас нацией. Кто мы? Мы потомки тавров, готов, аланов, эллинов, скифов, сарматов, половцев. Мы наследники Херсонеса, княжества Феодора, Босфорского царства, Крымского ханства. За что мы? Мы за торжество справедливости, мы за сохранение этнического разнообразия в эпоху глобализации. Против чего мы? Против империализма во всех его проявлениях. Что является нашей национальной мечтой? Быть активными участниками всех глобальных процессов в мире, быть членом Большой Восьмерки или Большой Девятки, добиться того, чтобы имена наших деятелей культуры и науки стояли в одном ряду с Моцартом, Гёте, добиться того, чтобы первые космические колонии носили имена наших крымских топонимов, чтобы где-то в далеких галактиках строилась новая Алушта, новая Сюрень или новый Бахчисарай. Это то, к чему мы должны стремиться. Thank you.